Бывает, приходится физически защищаться от грабителя или неадекватного соседа по площадке, что мы и называем самообороной или самозащитой. Однако сейчас нередко можно увидеть, как и дети оказываются в подобной ситуации. Поможет ли в таком случае детская самооборона? Хорошо, что я самообороне обучалась. Детская самооборона нужна в первую очередь для чего? Чтобы у детей выработалась дисциплина. Это раз. То есть сейчас, в данный момент, это очень-очень важно. Во-вторых, то, чтобы дети не боялись на улице постоять за себя. У многих детей сейчас идет проблема какая? Боятся ударить, потому что накажут родители, поругают кто-то из взрослых, придут разбираться и так далее. То есть надо всего добиваться не ударом, достаточно иногда сделать технику, просто показать свое превосходство. Драться не всегда есть хорошо. Поставленный удар, приемы самозащиты, алгоритм действий в боевой ситуации. Все это дает положительный эффект в плане самообороны. Все, ребят, смотрим еще раз. Прошлая техника, хорошо? Показываю. Йокоманучи удар со входом в цугяши. Еще раз показываю. Раз. Бросили. Хорошо. Сали сойку. Хорошо? Дети эту технику работают чуть помягче и более спокойно. И самое главное, вход вовнутрь. Потом обязательно ставим подножку, бросаем вниз. Те, кто падает, обязательно бьем руками. Раз. Контроль. Приемы самообороны лучше разучивать с детьми в секциях. Преимущество занятий с тренером – это развитие физической силы и выносливости, правильная техника выполнения и улучшение дисциплины. Вообще детская группа начинается с 5 лет и считается до 12 лет. С 5 лет почему идет набор? Есть программа, называется «Через игру к мастерству». То есть детям до 7 лет, 2 года, они это изучают в более игровой форме. Для того, чтобы научиться, скажем так, именно через игру прийти уже к мастерству. Они играют, они что-то пробуют, они что-то делают, постепенно нарабатывают технику. И уже с 7 лет у них идет полноценное развитие. Тренер научит ребенка не только наносить удары, но и правильно рассчитывать собственные возможности. Кроме того, в секциях по борьбе учат дисциплине. Поэтому родитель может быть уверен, что ребенок первым никогда не начнет драку.